В Уфу из Карачаево-Черкесии вернули 17 медиков из Башкортостана. Они помогали коллегам организовать лечебный процесс по борьбе с коронавирусом. Обсудим детали вместе с нашим гостем в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения с главным анестезиологом-реаниматологом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Константином Золотухиным. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ждем от вас подробностей. Насколько сложной была эта служебная командировка? Расскажите нам поподробнее. Ну, я думаю, что ничего сложного не было. Мы приехали не кого-то учить, не кого-то наставлять. Мы приехали просто помочь нашим таким же квалифицированным и образованным коллегам из Карачаево-Черкесии, нашей командой. Команду мы разделили на две половины. Те, которые непосредственно работали вахтовым методом в госпитале, и консультативную команду, которая оказывала организационно-методическую консультативную помощь. Вот это выглядело так. Какую картину вы увидели по приезду в Карачаево-Черкесию? А мы увидели ту же самую картину, с которой сталкиваются, в общем-то, сейчас во всем мире. Пандемия же, она никого не щадит. И, в общем, собственно говоря, здравоохранение, оно ведь рассчитано на работу в мирное время. Это мирная специальность. И поэтому в условиях, так скажем, военного времени ресурсов не хватает нигде. И мы увидели просто вот эту ситуацию, что действительно не хватало просто ресурсов. И мы влились вот в эту команду докторов и вообще медработников из Карачаево-Черкесии. С ними познакомились, нашли очень достаточно теплый, дружный контакт и работали единой командой. Константин Николаевич, как формировалась команда башкирских медиков? 17 человек. Как вы определяли, кто может поехать? Может быть, медики сами изъявляли желание? Расскажите, пожалуйста. Ну, как формировалась команда? Команда сформирована была из числа сотрудников клиники БГМУ и из числа сотрудников Министерства здравоохранения. Вот. Когда поступило предложение поехать в Карачаево-Черкесию, это было воскресенье, ну, из моих коллег, например, ни я, ни пульмонологи, ни терапевты ни минуты не размышляли на эту тему. Мы сказали, да, конечно, поедем. Конечно, но а как же? По-другому. Ну, по сути, это ведь обмен опытом. Да, я с вами полностью соглашусь, потому что это действительно самое ценное, что есть в нашей работе. И когда приезжаешь куда-то и общаешься с коллегами, это первый этап общения и обмен опытом. Я для себя лично много вещей новых открыл. В общем, опыт он достаточно там за 3 недели бесценный приобретен. В чем он выражается? В том, что мы увидели определенную какую-то новую категорию больных. Мы обменялись результатами лечения этой категории пациентов, методиками, технологиями. Потому что ну так оно во всем мире принято. Кто-то по одной линии лечит, кто-то по другой. У нас же медицина – это многократная специальность, поэтому вот самое ценное, что мы вынесли, это опыт. Можете ли вы рассказать про коронавирус, как он распространяется для наших телезрителей, да, в чем его опасность, ведь это неизведанная ранее инфекция? Опасность коронавирусной инфекции заключается в том, самая страшная вещь, в том, что первые несколько дней, как правило, 3-4 дня, человек переносит эту инфекцию бессимптомно, но он в этот момент заразен. И он передает, грубо говоря, инфекцию всем окружающим. Вот в этом-то, собственно говоря, и заключается его высокая контагиозность, когда человек еще не знает, что он болен, что он заразился, и он находится в контакте с окружающими людьми, и в этот момент он наиболее опасен. Влияние на организм какое происходит? Многогранно абсолютно. Есть кишечные формы вируса, есть случаи, когда поражается центральная нервная система. Есть описаны такие случаи, когда в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Хотя глобально, конечно, вирус поражает интерстиции легочной ткани. Легкие? Легкие, да. На что направлены действия врачей сейчас, когда еще нет вакцины? На поддерживающую терапию. И на поиск тех лекарств, которые
ну, в общем, чаще всего помогают. Подчеркиваю, что на сегодняшний день доказанной базы и доказанной золотой пули в лечении COVID-19 нет, и основной упор делается на поддерживающую терапию. И в этом плане различные ли взгляды вот у башкирских медиков и тех, с кем вы работали в Карачаево-Черкесии? Как строилось вот это сотрудничество? Да, в общем, собственно говоря, наверное, взглядов и подходы-то они у нас у всех одинаковые. Почему? Потому что есть временные клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, и это достаточно очень большой документ. В нем аккумулировано вот все то, что во всем мире, накоплено, все те знания, все те результаты, они, может быть, не достаточно обобщены, но потому что просто для этого нет времени, с позиции, если рассуждать с позиции доказательной медицины. Но вот там написано все, и мы руководствовались именно вот этими методическими рекомендациями, этим документом. Другой вопрос, различные подходы, допустим, по поводу ухода больных, по поводу ухода за больными, как за ними ухаживать, как их вентилировать, как проводить различные методики искусственной вентиляции легких, вот эти узкоспециальные вопросы, но они интересны, допустим, анестезиологам, реаниматологам, да, вот в таком ключе. Как вы оцениваете ситуацию в Башкортостане? Насколько она опасная с точки зрения распространения коронавируса? Пока эпидемия не окончилась, эта ситуация, она опасна в любом случае. Поэтому говорить о том, что опасно, не опасно, здесь, я считаю, не приходится. Несмотря на то, что сейчас отменили какие-то ограничения по этому поводу, мое личное мнение, что наше население должно себя беречь, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать масочный режим, без надобности не посещать места общественные, если это совершенно не нужно. Ну, вот вести себя в соответствии с теми эпидемиологическими установками, которые должны действовать, работать во время эпидемии. Никто эпидемию не отменял ведь, несмотря на все. Константин Николаевич, мы знаем, что глава Башкортостана и глава Карачаево-Черкесии обсуждали приезд башкирских медиков. Со стороны Карачаево-Черкесии очень теплые отзывы, об этом говорил глава Башкортостана Ради Хабиров. Он сказал, что нужно наградить медиков, кто принимал участие в этой служебной командировке. Когда вы услышали эту новость, о чем вы подумали? Ну, о чем можно в этот момент подумать? Ну, раз награждают, значит, служили. Вот так. Ну и, может быть, рекомендации тоже, точнее, рассказать о врачах еще, которые сейчас продолжают эту работу. Борьба с коронавирусом продолжается. Вот что вы могли бы сказать в адрес своих коллег и рекомендации тоже нашим телезрителям? Своим коллегам беречь прежде всего себя, соблюдать противоэпидемический режим, работать в средствах индивидуальной защиты, не пренебрегать вот этими вещами и, ну, бороться. Спасибо большое, Константин Николаевич. Гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был кандидат медицинских наук, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Константин Золотухин. И мы говорили о выполнении служебной поездки, служебной командировки в Карачаево-Черкесию 17 медиков из Башкортостана.